Selam dostlar. Sentyabr ayından barışı әлеге тапшыруыбыз тамашачылар арасында шуны кадәрле популяр булып китте ки, безнең каналны даими карап баручы, ләкин татарча бер сүз дә аңламаучы безнең дусларыбыз безгә шалтыратып, мөрәҗәгать итеп, без бүген булса да, бер тапкыр булса да әлеге тапшыруны рус телендә алып барырга булдык. Моннан нәрсә килеп чыгасын, күрерсез алдагы минутларда. Добрый день, дорогие друзья, на телеканале ТМТВ кулинарное шоу «Тамли Кряж», где наши гости сразятся в умении очень быстро и очень вкусно что-нибудь-то приготовить. И хочу вас незамедлительно познакомить с нашими гостями. Итак, наши первые гости – народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации, профессор, художественный руководитель филармонического джазового оркестра Республики Татарстан. Лидия Алексеевна Ахметова, аплодисменты, алкошлар, эпилосернос. Добрый день, Лидия Алексеевна. Итак, добрый день. Так как вы человек музыкальный, очень музыкальный уже с детства, я вижу, и подарок у вас сегодня очень музыкальный. Ваш сувенир. Обычно все гости, когда у нас приходят, первым делом что-нибудь мне дарят. Не то, чтобы мне, а наш в музей. Я хочу ваш музей сегодня подарить такой музыкальный, праздничный, очень красивый символ. Это нотка, пожалуйста. Это нотка, но здесь я вижу и скрипичный ключ, нотный стан, нотный конечно, стан, да? все есть. И самая веселая нотка – восьмушка. Ну, да. Кто понял, тот понял, да? Угу. Спасибо, Зурахмет. А кто же будет вашим сегодня оппонентом? Оппонент ваш, наш второй уважаемый гость. Народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Татарстана, создатель и бессменный художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра Рустем Юнусович Абязов. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, пока вы не напросили, да, я сразу подарю. Значит, в 2008 году наш оркестр записал и выпустил компакт-диски под названием «Антология произведений композиторов Татарстана». Вот так красиво оформлено. Поэтому я думаю, что будет что послушать, будет о чем вспомнить. С удовольствием послушаем мы сейчас. У нас это будет, даже так понимаю, все время звучать на нашей кухне. Теперь эта передача будет идти под музыку, которая будет на этом диске. Под классическую музыку. Итак, по условиям нашей телепередачи, нашего кулинарного шоу, вы за определенное количество времени, скажем так, 60 минут или час времени, должны из представленных продуктов приготовить что-нибудь такое, эдакое, чтобы меня удивить. Конечно же, удивить приятно. А чтобы в конце я дегустировал, сказал, да, отлично приготовленный салат или первое, второе блюдо. Ну и повторяться, конечно же, нельзя. Рустем Юнусович, давайте начнем с вас. Как с джентльмена. Что вы сегодня будете готовить? Вот курочки. Понятно, но мне будет трудно повторить, потому что я, как правило, готовлю блюда, которые сам придумал. Да, вот сегодня на горячее будет курица по-абязски. По-абязски. Да. И это недавно было сочинено блюдо, но сегодня вот попробуйте. Будет салат. Правда, он французский, это не я его придумал, но я его модифицировал. Я потом расскажу, да, что именно сделал. А салат как называется? А салат французский, он называется прям французский салат, но в редакции Рустем Абязов, вот так скажем. Я думал, там может салат, партитура. Нет, нет. Ну, а вот увидел креветки и решил все-таки придумать какое-то блюдо, чтобы его использовать. Так. Названия у него нет, мы вместе придумаем, если понравится, конечно. Веселые нотки, например. Ну, посмотрим. Они похожи на нотки. Да, вот. Так что будет бонусная еще третья закусочка. Так, из креветок. Из креветок. Ну, конечно, успехов. Ждем с большим терпением. Лидия Алексеевна, повторяться нельзя. Вот вы уже не можете вот ни под каким предлогом приготовить, например, курицу по-абязски. Никак. Конечно, я никак не могу. Французский салат, партитура и не могу никак его повторять. Почему? Да, потому да. что у меня свое. Но, знаете, во дворе весна, у меня весеннее настроение. Так. И, конечно же, я по-весеннему сегодня весело, красочно. Ну, как скажем, на улице у нас весна всегда нас радует своими разными красками, своими пробуждениями, своими красками, своими цветениями. И, конечно, сегодня у нас будет такой разноцветный, у меня салат. Радуга будет называться? Радуга, нет. Это у нас салат калейдоскоп называется. Хорошо. Даже весенний калейдоскоп, наверное, так даже. Именно весенний калейдоскоп. А горячее, значит, блюдо, она у меня называется весенняя импровизация. Так, весенний калейдоскоп и весенняя импровизация. У меня весеннее настроение. Да, музыканты любят часто импровизировать, конечно, мы это все увидим во время нашей телепередачи. Итак, время пошло, но сначала скажу одно но. Итак, во время готовки вам пригодится наша посуда.
вот эта красочная тоже, красивая, по-весеннему очень красивая посуда от нашего главного генерального спонсора передачи. А генеральный спонсор нашей передачи ОАО «Кукмарский завод металлопосуды». Торговая марка «Кукмара». Посуда, проверенная временем. Производится в России по немецкой технологии. Для удобства эту современную посуду можно заказать через интернет-магазин. Кстати, интернетом пользуетесь? Обязательно. Приедете домой сегодня, закажете бонусно 5 сковородок. Обязательно. То же самое, да? Итак, 4,5. да. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Как бы долго можно смотреть на эти продукты. Ножик в руки и И вперед. приступаем. Как у нас говорят, да, можно начинать. Если что, вам понадобится, может, из нашего холодильника, вы меня попросите, спросите. Конечно. Я вам обязательно принесу. Ну, могу даже где-то чем-то, может, помочь. Да уж, нарезать, непременно. нашинковать немного. Да. Или советом, может быть. Вот так. Так, начинайте с того, что сразу берете этих курочек и начинаем начинаете резать. резать. Начинаем. Замечательно. Итак, уже начали работу. Я так вижу, очень ловко. Я прям приготовил, нарезали. да, филе приготовил Да. из грудок, Косточки да. убрали. Естественно, косточки убрал, да. Так. И вот теперь нарезаю такими достаточно большими кусочками. Крупными кусочками? Да. Ну, коллектив у нас большой, чтобы Да. вам всем хватило. Да, конечно. Конечно. Ладно, вот здесь я буду. буду мариновать это мясо. Так. А у вас что я вижу? Тоже куриное филе. Значит, куриное филе я поделила на две части курицу. И сейчас обжаривать будем до золотой корочки. На На масле? сковороде, на масле, да. Сковороде и да. на каком масле? На Подсолнечном или на масле, оливковом? на подсолнечном, пока на подсолнечном, да. Хорошо. И сразу такой вопрос. Самые первые у вас воспоминания на кухне, когда вот вы себя помните, вот, например, что-то пришли, что-то разбили, там, вылили, пролили, например, или кипяток немного так. Когда зашли на кухню, я знаю, вы выросли в очень большой семье, Алексеевна, потому что у вас было 3 сестры, 2 брата, вы самые младшие. То, наверное, делать нечего было, да, на кухне, вы представляете? Вот ладно, старший, взрослый был. Да. Да, а у вас? Я пришла на свет с 6-м ребенком. Да. Семья у нас большая, семья большая. Я в семье преподавателей, семье учителей Так. родилась. И, конечно, у нас дружно большая музыкальная семья была. Ну, сейчас... На ножках играли все. Так, Ну, что, и погрелся еще не вот на погрелся. кухне как вам? Ваше Я место было на на кухне? кухне Что-то себя готовили? чувствую очень-очень удобно, очень уютно, потому что я очень люблю готовить. Мама научила Да, или сестры? Мама научила, и сестры научили, и братья у меня все хорошо готовят. Даже братья. И братья хорошо готовят, и муж у меня очень хорошо готовит. Когда я отсутствую, бываю на гастролях, он всегда готовит сам. И, конечно же, мои дети тоже с удовольствием готовят, все любят готовить. В Вы семье прям у нас музыканты, любят- кулинары, можно да, сказать, у нас да? семья любит очень вкусно кушать. Вот из-за чего. Конечно, любишь вкусно кушать, конечно, умеешь Приходится вкусно готовить, да. да. Как говорится, любишь кататься, люби сам. Да, 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 да. Ну, скажем про вас. У вас Я- есть сестренка, вы Нет, старше. я человек, конечно, мальчик был домашний, меня дома кормила и до войны. Да, ты хорошо готовил, он был шеф-повар вообще в ресторане. Вау. Вот. И я к кухне приступил только когда оказался в Москве, один на один за взрослой жизнью, что называется. Когда был уже будучи студентом. Студентом, мало того, уже женатым студентом. О. И когда ко мне первый раз жена приехала в Москву в гости, Так. я решил ее угостить. В Казани почти ничего не было, а тогда я пошел в магазин, просто купил курицу. Вот потому я вам говорил, я не люблю по рецептам готовить. Я сам приготовил курицу, и с тех пор эта курица до сих пор живет. Сейчас моя жена готовит по моему рецепту, и очень здорово получается. Вот, и этот рецепт сегодня мы сегодня... Нет, тоже- нет, Нет. это новый. Я, видите, старый уже не повторяю. Это уже я передаю по поколению, да, а теперь... Я думал, Мне тот неинтересно, рецепт нет, еще это не лет интересно. 30 назад, или Нет. там сколько. Здесь уже я вижу Значит, приправы. да, я тут посолил, поперчил, насыпал карри. Вот сейчас сыплю Грецкий орех. грецкий орех, да, А, толченый. мгм. Вот Ну, так, что-то да. интересное. После этого, ну, я думаю, достаточно будет. После этого нужно взять половиночку лимона. И выжать туда. Да, выжать туда. И вот так на полчаса, можно на час оставить мариноваться. Ну, если время есть, на час. И я в это время буду делать салат. Если торопитесь... Нет, да, полчаса, я думаю, достаточно. Полчаса Хорошо. вполне. А перемешивать будете там? Буду ложкой? обязательно, Так, конечно, да. Перемешивать, смешивать. Вот маринует. посмотри, Влад, видите, золотой корочка образовался, да? Так, Ну, теперь мы Уже можно выбираем. снять, что ли? Уже снять. Можно выключить. так. Можно тарелку. Можно тарелку. Вот берем, значит, сковородку.
Прям сковородку сразу. Да, прям сковородку. Я сразу скажу, с забеганием вперед, у нас оба блюда будут готовиться в духовке. Да. Поэтому мы уже поставили духовку как бы греться сразу же. Поэтому блюдо Лидии Алексеевны. А есть еще доски? Или... Конечно. Пока мясо маринуется, да, я начну готовить салат. Да? Для одного из французского салата мне нужно нарезать кольцами лук. Вот маленький секрет. Когда я чищу лук для того, чтобы нарезать кольцами, я обычно оставляю хвостик, за которым можно руками держать. А так вот, когда потом уже не за что держать, очень неудобно в конце делать. А если нету? Хвостика? Да. А куда он делся? А если нет, тогда уж режешь как можешь. Все понятно. А если нету хвостика, можно взять зубочисткой, там воткнуть и держать. Ну, можно попробовать. Это маленький секретик, да, тоже. Ну, очень умелый. Итак, у вас, я вижу, уже здесь куриные грудки. Куриная грудка, мы, значит, потом я нарезала помидоры и грибы и положила сверху. И потом сейчас мажем сметаной или можно и майонезом. Так, сметана. Что лучше, сметана или майонез? Конечно, ну, как бы лучше мы все за сметаной. здоровое питание. Да, вот у нас сметана, ложку. Я дай, нет. Булат, Нет? ложку. Булат, Я за ложку. вкусное Ложку питание. дай. Ложку дай, пожалуйста. Где вкусное питание, там нет там- здорового питания, да? Ну, практически, Получается. практически нет. Практически. Ну, вообще, диет каких-то придерживаетесь? Ну, я уж, ладно, вас Нет. не спрашиваю, уже Нет. сразу понятно. Вообще, вегетарианство, как относится к этому, к тем людям? Вот у вас Вегетарианство? коллектив же большой есть, наверное. Я девушек. отношусь терпимо, но не разделяю их взглядов. Да, и почему же? Почему? Я люблю мясо. Никогда не откажусь от мяса, Нет, да? нет. Не то, что не откажусь, а просто ни за что, ни на что не променяю. А курицу за мясо считаете тогда? Ну, если нет другого, то да. Ваши предпочтения тогда в еде? Тоже мучное или там диета, ну вообще истязаете себя когда-нибудь так, ой, вот нельзя уж там после Так, 6 можно кушать есть. водичку? Ну, я к мучному очень равнодушна. Да? Ну, не так. А сама готовить люблю и балиши, и шпишмаки, Всё. и губаде. Очень люблю готовить. И, кстати, Татарские очень вкусно. блюда. И татарское блюдо. Все и карашинские. И карашинское блюдо очень вкусно получается. Муж очень доволен. Рустым мой очень-очень Кстати, да, любит, муж как я тоже готовлю. Рустем. Да. Очень любит, как я готовлю. Мы уже живем с ним 29 лет. Сабаханаллах. Да. И дружно, очень дружно. Он у меня музыкант. Друг друга очень полуслова понимаем. Духовик играет на тромбоне Да. и трубе, как в той песне, да, па-па-па-пара-па-па. Булат, все Да. готово. Давайте сейчас Тайм на сколько минут? поставим на 20 минут. Печем. На 20 Мгм, на 20 минут печем. У нас пока печется куриные грудки, называется весенний калейдоскоп, Да, по-моему, да? а сейчас весенняя импровизация. весенняя импровизация, да, точно. И сейчас вы начинаете готовить? начинаем салат весенний калейдоскоп, Вот. называется. Калейдоскоп. Вот берем вареный, уже сварили, мы заранее сварила я. Значит, берем Куриную куриную грудку грудку. и нашинкуем. Мелко-мелко нашинкуем. И потом мы уже видим, что здесь будет. Так, Ну, вот Чайник для я нарезал Лук. лук кольцами, но для того, чтобы он был в салате вкусным и не горчил, его надо пару раз обдать кипятком. То есть налить кипяток, вылить и еще раз налить. Иногда и 3 раза, если горький лук, например. Да? вы пробуете, что ли, каждый раз? пока Нет, я не пробую, я горчит? на глазок. На глазок. Ну, я думаю, Кто этим секретом вообще вас учит? Вот просто мне очень интересно, ну, мужчины очень мало знают толк в кулинарии. Там, Ну, да, вот готовке. это французское блюдо мне показали в Москве. Но вот я сказал, что я Специально модифицировал. мастер-класс Да. проходили? Нет, ну просто знакомые москвичи научили. Но они делали с яблоком. А я вместо яблока использую апельсин. Это совершенно другой вид и совершенно другой вкус. Ну, а чтобы не повторяться, да, чтобы москвичи не могли предъявить, вот он. Да, авторское вот он право, как, да, авторское право. Так, Да, а да, нет, да, ребят, у вас яблоко было, у меня Да, апельсин. Правильно, вот именно так. примерно, Молодцы, да. молодцы. Вот сейчас мы это... Вы, Примерно на сколько минут так? Ну, ну, секрет. минутка, полминуты, потом отлить и опять залить. И всё, вот так, этого раз, достаточно. два, три. Два, я думаю, достаточно, Достаточно. вполне. Потому что совсем иначе останется. И сладкий перец у нас. Сладкий болгарский перец для и сельдерей. да, стебель. Это для Все понятно. курочки. Ну, вопрос такой, как пришли к музыке? Вот я знаю, да, Рустем Юнусовича к музыке привела бабушка в 5 лет. И Сару. дедушка. А? Давай ты, давай не. а? Да, они давати, да. Зару привели. Зару Молодцы. Первую музыкальную школу. Да. Первую музыкальную музыкальная школу в Казани, по-моему, на улице Горького, да? Да. Ну, И тогда вели- было у них 2 помещения, на Комлева и на Горького.
Я знаю, один экзамен сдавал на Комлева, а другой сдавал на Горького. А просто, ну, не бывает так, что просто так привели ребенка к музыке, да? У ребят должен был где-то талант проявиться, или просто так, Но на бум, я с 3 лет играл, с 4 лет играл на пианино. который был у вас дома. Да. А кто вас учил? Никто не играл. Нет, никто на нем не играл. Вот он стоял без употребления. Вы просто Я подходили? садился, да, и подбирал татарские мелодии, а потом 2 руками начал подбирать. И вот так я пришел в школу и играл так. Ну просто талант уже дар. Это уж я так понимаю, да. Тогда уже Но, правда, из меня хотели баяниста сделать, а не пианиста или скрипача. Но в музыкальной школе послушать, сказали, нет, только скрипачом. И вот с тех пор Понятно. играю на этом И инструменте. ваша первая скрипка, она где-то хранится в музее или у вас дома в архиве где-то есть? Нет, да, ну, это моя вы первая. же понимаете, что первые скрипки это вот такие скрипки, Маленькие, которые, да, да, совсем пиликают. маленькие, да. Я уже даже не знаю судьбу этой скрипки, естественно. Это была, скорее всего, может быть, даже и школьная, а может быть, наша собственная, я не знаю, покупная. Ясно. Так еще к темам скрипки мы вернемся. А у вас, вы говорите, вся семья музыкальная, все у вас играют, все у вас поют, все танцуют. Братья играют на музыкальных инструментах. Это просто семья, оркестр или, можно сказать, семья-ансамбль. Да, у нас братья всегда играли на баяне, баяне. инструментах, разных инструментов. Отец у нас самый главный играл и на скрипке, и на курае, и на баяне, и на Самоучка, гармошке. что ли? Конечно. Это в деревне там Ну, откуда, деревня, ну, самоучка, да? да. Просто интересно, откуда в деревне скрипка появилась? У него все инструменты были. Были. Да, все инструменты. Ну, Ну, ясно, передалось, значит, вам по наследству, да, как-то по наследству. от родителей. А мы, все вот сестры мои, я всегда наверное, пели. достаточно. Пели и танцевали. Ну, конечно же, когда мне 10 классов, конечно, я заканчивала 10 класс, это тогда еще не 11 класс, был 10 класс, я, конечно же, всю жизнь мечтала, с детства мечтала петь и танцевать. И, конечно, у меня была только мечта. Одно желание. там, Была вместе. мечта, чтобы поступить в музыкальное училище. Города Казани. Города Казани. И, конечно же, я когда приехала в Казань, и моя мечта осуществилась. С первого раза прям сразу приняли вас в музыкальное училище. Да, я вот Вокальное отделение. поступила в музыкальное училище, вокальное отделение, класс вокала, класс Захара Щербинина. И мне очень повезло, у меня очень хороший педагог, Да, класс да, да. Захаровна. Вот, и начала учиться, и училась очень хорошо. После музыкального училища поступила в консерваторию. После консерватории поступила в аспирантуру. Параллельно начала преподавать музыкальный факультет, педагогический университет. И вот творчество Творчество и до сих пор до продолжается. сих пор и да? продолжает. Арсений Иванович, ну очень интересный вопрос, животрепещущий. Да, я даже читаю обычно сюда вот в интернете, что, сколько стоит. Интересно, вот, обычно на аукционах это уж скрипки, да, бывает. Вот самая дорогая скрипка, я слышал, выставили в аукционе, это было года 2 назад, за 18 миллионов долларов. Скрипка сделана итальянским мастером Гварнери. И как бы название этой скрипки скрипка Вьетана, потому что играл бельгийский, по-моему, да, композитор, скрипач, виртуоз. Вьетан. Вот его именем, как бы эта скрипка называется. А Вьетан. как правило, скрипки называются именами тех выдающихся великих музыкантов, которые на них играли. Не Страдивари. Нет, Страдивари тот, кто сделал скрипку. Сделал, да. Ну, Гварнери сделал, но они ведь сделали не одну скрипку. Да? Много Гварнери там 1000 инструментов сделал. Они, конечно, не все сохранились, но многие сохранились. И каждый из них имеет название. А вот названия уже даются как первому. правило. Не всегда, нет, не обязательно по первому. А по выдающимся. Именно вот по тому, который заполнился, да, остался в истории, что называется. Так. И на какой же вы такой скрипке играли, чтобы вот самая у вас запоминающаяся скрипка, вот самая выдающаяся? Ну, по поводу запоминающихся, который лично мне, у меня такого не было, вот ни Страдивари, хотя на Страдивари мне приходилось играть, мне просто, когда я был в музее Глинки, дали поиграть на А чем скрипке отличаются они от других скрипок? Ну просто звучание, я знаю, там богатством тембра, да? Ну да, естественно. Вот это богатство Да, тембра, а звучание. чем? Ну, красотой исполнения, они здорово сделаны, красивые. Они представляют из себя произведение искусства, безусловно. Да, да. Ну да, и умелый скрипач на них, вот именно на Страдивари, на Гварнери или итальянских скрипках, Выдает. скажем, высшего сорта, потому что есть мастера первого сорта, второго, ну, если уж говорить так, схематично, они могут извлекать, конечно, совершенно дивные звуки. Да. Мелодии. У меня лично... У вас сколько у меня скрипок? лично- Если такой нескромный вопрос. у если меня можно. одна скрипка на всю жизнь, что называется, французский мастер Деразе 19 века.
Меня она вполне устраивает. Все ясно. Ну, мы уж не будем спрашивать, сколько, А я не какую знаю. цену я не оценивается. знаю. А вообще оценщикам не давали? Даже нет, меня это совершенно не трудит, я не собираюсь продавать, не оцениваю, поэтому не знаю. И скрипка, да, потом по наследству будет передаваться, как бы ваша фамильная скрипка, да? Ну, если сыну нужна будет или дочери, то да, если нет, ну, я не знаю, может, Хорошо. перейдет в руки исполнителя какого другого. Рустам Васильевич у нас выкладывает Да, я прошпаренный или как? Да, Пропаренный. ошпаренный. Ошпаренный лук. На дно На своего дно блюда, блюда. где я буду готовить французский салат. Лидия Алексеевна уже шинкует после помидоров огурцы. Огурцы. Ну, самое главное, основа готова. Это у нас куриная грудка. Так. Нашинковала, положила. Это основа. Итак, основа блюд у нас уже есть. А что же будет дальше, мы увидим буквально через пару минут после рекламы. Итак, напоминаю, у нас кулинарное шоу Темля Куреш, и у нас в гостях сегодня деятели искусств Татарстана готовят очень искусно и очень, по-моему, вкусно. То есть получается... Итак, Рустам Юнусович, Тот слой лука, который был, да, Есть, я я его вот- промазал майонезом. Очень Потом- полезным майонезом. Потом, значит, положил, нарезал Тоже кольцами. кольцами яички. Сейчас буду промазывать. Еще раз майонезом. Еще, Да, еще, каждый слой нужно еще один промазывать, слой. да. Вот так, ага. Вот я специально покажу, как это все делается. Вот. Ну, очень красиво выглядит и очень сытный салат, наверное, будет. Тут солить, наверное, не надо, потому что в майонезе уже нет, соль есть. солить не надо. Это Промазать. салат. И Нет, Грибы это тоже для все к мясу. Это пока на это не смотрите. у нас время мяса. Всё, для мяса сейчас подходит мясо, в духовку сейчас ставим. всё в Гамур духовку тоже ставим мариновался сейчас, да. уже. У салата весенний калейдоскоп остался последний штрих, я так понимаю, да? Да. Это заправить майонезом. Так ведь? Не только, И но вот грецкий сейчас мы орех Ага. положим. И сыр. Вот сначала сыр, вот сюда, в Сыр. середину. В середину. сыр. Грецкий орех. И грецкий орех. И все будем заправлять майонезом. Да, и все Хорошо. Так, А уже у вас пора фольга. уже мясо ставить, да? Фольга. Да, уже пора. Я напоминаю, что вот замариновал куриную грудку. Здесь есть соль, здесь Запах есть перец, карри, грецкий орех. И все это полито лимонным соком. Так. Постояло полчаса буквально. Можно и час, если у вас Можно, есть да, время. если есть конечно, время, да, и потом мы выкладываем это на Беспорядочно фольгу. так просто Да, выкладываем, это не имеет никакого уже значения. Уже все равно будет вкусно. Можно прямо сейчас начинать кушать. Сырым. И, конечно, все уже промариновалось. Естественно. Ну, Но ладно. дальше начинается самое интересное. Это Это что же у мясо, нас? мясо-то мясом, да. Но что мы кладем сверху? Вот я уже подготовил, смотрите. Нарезанные Я думал, это салат. соломкой, да. Красный перец, желтый перец сладкий и стебли сельдерея. Так. Причем, если был бы еще зеленый перец, можно было бы назвать это блюдо светофором. Легко. Да, значит, мы это кладем сверху. А, еще и один... Можем укроп положить, чтобы был на самом деле Еще один такой момент очень важный для меня. Я всегда солю до того кладу. То есть вот отдельно посолил вот эту вот Ага. смесь, да, отдельно посолил грибы, Грибы. которые туда уже пойдут. Тоже пойдут Да. после этого. Да, вот сейчас я это Ну, накладу. выглядит очень красиво, конечно, да. Вот у меня уже готовое. Вау. Салат. Вот весенний калейдоскоп готово. Это Вот в уже таком виде сейчас ставят перед гостями. Гостям именно вот такую красоту увидят. Да. И Вот чтобы как гости солнышко. просто так не сидели, и чтобы работали ложкой. Они перед тем, как этот салат положить себе на тарелку, Они перемешивают, да, каждый? сами, да, Так ведь? сами Правильно, перемешивают. что, пришел просто сидеть, что ли? Вот Хорошо. поработал ложкой. Теперь Так. мы осталось положить только грибы сверху, шампиньоны, тоже посоленые, сырые, естественно. Тоже можно есть уже, в принципе. Можно, грибы, да, грибы, шампиньоны сырые можно есть. Легко. Это был, наверное, последний штрих. Это последний штрих. После И- этого мы это заворачиваем Плотненько, да, можно сказать? плотненько. Довольно плотненько. И мы посмотрим, что у нас в обзорную трубу. И можно ставить. И как дирижерской палочкой обычно дирижеры там Значит, последний- сначала нужно довести, чтобы сильный был, да, где-то 250, и потом до 180 градусов убавляет. убавлять. Хорошо. Напоминаю, это горячее блюдо по-обязски. Курица А по-обязски. курица по-обязски. У вас уже, я вижу, готовится
Третий салат, да? Вы же Нет, готовите? я просто Или нарезаете сейчас, пока еще? я в параллели все готовлю. Вот сейчас у меня к этому салат я могу продолжить, да? Мне нужно подготовить апельсины. Я вот их почистил заранее чуть-чуть. У нас волшебный стол. Да. Помните? Их нужно, значит, разделить на дольки Так. и нарезать мелкими кусочками. Я сейчас этим и займусь. Успехов вам. Ну, у вас тоже появились чудным образом вареные картошки. Картошки мы заранее ингредиент? подготовили. Да. Как ингредиент? Это гарнир. Гарнир. Это гарнир. Заранее мы сварили картошечку и вот положили. И что же у нас здесь будет? Здесь Это у нас второй будет, салат. да, горячий. Нет, это не А, салат, это горячий горячее здесь будем блюдо. Выкладывать сейчас Всё. будем наш У вас как бы получается вся работа горячее закончилась. блюдо сюда. Да? Как бы вся работа закончилась уже? Всё, Почти, да. практически. Практически. Просто Но у где меня можно остался снести? еще один десерт. Десерт – это витаминный весенний коктейль. А, Сейчас будем весенний коктейль. Дай, пожалуйста, блендер. блендер. Да. И? Ну, И давайте здесь, до- значит, мы здесь берем кефир, банан, яблочко. Так. И будет у нас весенний витаминный коктейль. Который На пьется десерт. обычно по утрам, да? Да. Ну, вопрос сразу, пока вы еще не приступили к коктейлю. У нас, как бы, хотел поговорить о детях, да? Ну, родители музыканты, когда уже и папа музыкант, и мама музыкант, профессиональный музыкант, я бы еще сказал, да? Ну, не знаю, где как, ну, обычно не стараются как бы отдавать детей в музыкальную школу, если у них нет предрасположенности, если нет таланта. Как бы вот, ну, мы сами так вот, например, не хотим, да. Вот ребенок тянется, видим, если начинает сам там увлекаться, пожалуйста, и, ну, если нет, нет. Я знаю, что у вас дети, сын, дочь, и у них 2 высших образования, одно музыкальное обязательно, у сына второе юридическое, а у дочки второе как бы образование английское, да? Да. С чем это связано, чтобы у них обязательно, вы просто сказали, так подумали, должно быть обязательно у них музыкальное образование, да? Нет, дело не в этом. Они сами Чем вот это? с детства. Тоже У меня талантливый, что сын играл на ударных инструментах. Он сам вот... Ну, ударные инструменты мы все Да, играли, когда очень пионеры любил. были там. Ударных инструментах, это ударная установка. Ага. Очень любил, сам занимался. А дочка у меня всегда пела и танцевала так же, как я в детстве. Танцевала и пела, она также вот Природа не любила. отдохнула, значит, Вот на именно детях. так. Ну, конечно, у меня муж тоже ведь музыкант, профессиональный музыкант, поэтому... Яблоко от яблони, и еще там, ну, родители, дедушка, бабушка не получается, вы. Конечно. Да. И у вас уже есть внуки, они как? И Чувствуется есть музыкальность и у них? внук, и внучка, конечно же. Конечно. Сейчас вот Алиару 3 года, а Самирочке 9 месяцев. И Ну, и они 9 очень даже месяцев она музыкальные, уже когда... под ритм Когда ладошки я делает. или когда вот Аделечка, мы вдвоем иногда вот поем песенку, колыбельно поем, они очень прислушиваются, им очень интересно, и начинаешь Вот. танцует даже иногда. Музыкальная династия. Как у вас в этом плане? Ну, у меня, поскольку дети достаточно маленькие, я еще только начало в пути, Так. сын играет на гитаре, но никто его не заставляет. 10 лет. 10 лет. Сам играть, самоучкой? Да, Или мало- ноты поставили? если Нет, как-то научить, нет, там, нет, пальцы, как почему? поп-поп? Он захотел, он учится у мэтра нашей гитарной школы, Виталия Харисова. Но просто, в смысле, не заставляем. Не хочешь, не надо, не занимайся. Хочешь, сегодня прям позвони педагогу, скажи, я не хочу больше. Ну, Нет, ничего не пока скажешь, не да? звонит. А вот дочка в 6 лет, она вот видит, что приходится заниматься, говорит, я в музыкальную школу не пойду. Молодец. Вот посмотрим. Так что мы не заставляем. Это хорошо. Вполне демократично, значит, у вас. Да. Еще пару минут, я вот вижу. Да, вот здесь я у вот нас это уже выкладывают. нарезанные апельсины выкладываю опять. И опять должен майонезом промазать. Апельсины майонезом? Да! Это что-то, да. Так вот будет. Очень полезным майонезом, я бы сказал. И так мы будем готовить коктейль. Это на десерт у нас. Да, на десерт. Значит, нам нужна посуда. Посуда нужна? Посуда давайте. Хорошо. Блендер. У нас блендер такой. Посудой уже сразу. Ну, замечательно, давайте. Ну и, конечно, хотелось спросить про ваши путешествия, ну как, скажем, путешествия, гастроль, да, за границу. Очень бывали в многих странах по Европе, я тоже знаю, в каких только странах не были. Например, еда отличается ли и вообще есть ли какое-то предпочтение какой-то стране? Вот, да, вот я там был в Швеции раза 3-4 или там в Израиле, вот, мне так понравилось, я еще раз хочу, или во Франции. Или наша еда все-таки лучше, ближе к нам, вот, где родился, там, говорит, еда и пригодился. Нет, наша еда неплохая, но Есть лучше? всегда хочется попробовать что-нибудь новенькое. Ну, поскольку я люблю острые блюда, да, поэтому мне очень понравилась еда в Корее, Южной, в Индии, в Тунисе. Вот это места, где вот готовят так, как мне нравится. перцем, да? Да.
Причем в Индии, когда были, там спрашивают сразу, они понимают, что недостаточно остро, говорят, может быть, вам европейское? Я говорю, нет уж, давайте я буду пробовать ваше блюдо. И там такое разнообразие, очень вкусно все. Вот. А что касается европейской кухни, ну, французской, безусловно, лягушечки. Вкусненькие? Очень вкусные. Как курочки, да, говорят? Это Ну, вкусно похоже, напоминает. чуть-чуть напоминает, да. Но самое главное, ничего и выглядит замечательно. Вот эти. Улитка мне меньше понравилась, честно признаться. А улиток варят или... Ну, они прямо, да, вот в своих ракушках вареные, как уже как жидкость там практически просто выпивается. Нет, это неплохо, вы зря так, да, это неплохо, да. Но самые вкусные, наверное, это омары. У нас это лобстер называется. Да-да. Правда, честно признаться, вот когда я сам готовлю омаров, это вкуснее получается, чем в ресторане. Еще даже сам дома сами готовите? Да. А супруг кто-нибудь готовит вообще? Я уже смотрел, меня... все так хоп. Нет, супруга у меня замечательно готовится, я делаю это редко просто, по праздникам. Раз в год. По Получается, на праздникам. 8 марта уже делали, да? На 8 марта, да, обязательно как. Ваши? Ну, знаете, мне очень близка только наша татарская кухня и русская кухня. Почему? Потому что у нас в основном только из натуральных продуктов готовится. Натурально, ну, омары, Да. они тоже натуральные. А я не знаю, а вдруг- Лягушки-то натуральные. Ну, может быть, Наши натурально. Мы болотные. же еще не знаем, из чего состоит она и где она выращена. Понимаете, сегодняшний день антибиотиков много кладут. И поэтому Да, я не омары Вы верю. уверены, что наши продукты все... Я уверена в нашем, когда мы сами лично готовим дома, А, мы сами уверены выращиваем? в этом, сами выращиваем. Слава богу, у нас Татарстан Огромный. очень огромный, и, конечно, они у нас всегда добросовестно, наши производители и добросовестно они готовят для нас именно Очень хочется в это Россия, верить, да. жителям России, жителям Татарстана Очень хочется. готовят всегда. Без пестицидов, анаболиков и Почему? Я антибиотиков. уверена 100%. Мне кажется, все нормально, Хочется, все да. хорошо. Итак, И будет ждет- хорошо. Да, Аллах берсят. Ждет наш Давайте, коктейль. Я сейчас очень мы- хочу коктейль попробовать. Положим яблочку, Да, обязательно. апельсинчики, бананы. И как часто вы этот коктейль готовите? Ладно. Почти вопрос. каждый день с утра. И внук у меня очень любит Алияр. И Да. внучка любит. И мы все вот всегда с утра пьем кефирчиком. коктейль с кефирчиком. Все в очередь встают. Лидия Алексеевна так в очередь, все за коктейлем, Да. все с своими кружками, с чашками И ждут. вот кефирчик. Когда же дойдет очередь и до них. Наливаем кефирчик. Заливаем кефирчиком. Ну, да. Еще можно кефирчика? Обязательно. Вы Полный. готовы попробовать этот Да, коктейль уже волшебный, я даже сказал. Влад, а Я сейчас уверен, давай что у Лидии блендером. все вкусно. Без Перемешиваем. майонеза. Без майонеза, я вам сразу скажу. Это, Итак, я все время что-то я не понимаю намеки на майонез. Это да что? нет, у меня что, просто что отношение за к майонезу такое, не совсем... ну, как камни в огород? сказать. Не-не-не, вообще без камней. Вкусно, конечно. Сегодня не дам салат пробовать. А кто вот дегустировать? Итак, поехали. Ну, совсем недалеко уже тот момент, когда мы все это будем пробовать. Уже я вижу, уже почти готово. Ждем только мясо. Да. У вас, в вашем случае, салат Я уже оба- тоже готов. Это второй, который я обещал, сюрприз, да? Потом я могу рассказать, что там внутри, если понравится. Хорошо, а у вас? Вот и я Коктейль сейчас... готов. Коктейль готов. Красиво оформлен. Весенний витаминный коктейль. А сейчас уже еще Салат. салат из креветок. Из креветок, да. из креветок. Доделаем. Так. Зелень, Зелень, листья салата листья салата, Немного укропа. соль, перец, укроп, салат. и И креветки. заправляем Заправляем да, оливковым маслом. Последний штрих. И все перемешиваем. Да. И все? Да, и все готово. Веселые нотки называется. Давайте теперь я вам расскажу про Ну, этот давайте. салат. Что, да? Мои любимые креветки, ради которых, собственно, я придумал этот салат. Сладкий перец. Так. Желтый желательно, чтобы он контрастировал помидором красным. Ну, красиво выглядит. Да. Помидоры, причем отдельно, они не участвуют в салате, это в прикуску, что называется. Затем я креветки с перчиком и с грецким орехом смешал все вместе в Отдельно мисочке, мисочке. да, и залил соевым соусом. Не солил, естественно. Потому что достаточно соус да. сам соленый. Положил в середочку и сверху сыром посыпал, да. Немножко. теркой. Итак, ну, у Да, вас да, когда... от вас, когда вы попробуете название этого блюда. Ну, раз уж у нас здесь веселые нотки, я еще придумаю, у меня есть еще пару минут. И хотел спросить у дирижера. Обычно дирижерская палочка. Всегда. Ну, не всегда, не у всех, наверное, да? Но обычно есть дирижерская палочка.
Я сейчас вообще предлагаю у нас музыкальную паузу сделать, Лидия Алексеевна. Ага. Вы будете сейчас исполнять какую-нибудь свою любимую песню. Можно на татарском, можно на русском, можно на English song. Ну и, конечно, наш дирижер Рустам Юнусович Будет дирижировать. дирижерской палочкой будет вам дирижировать. Да. Ну и вообще хотел спросить, у вас дирижерская палочка, она из чего сделана? Вот ваша. Ну, волшебные палочки еще делаются. Ну, Правило. из орехового дерева. Ну, можно из орехов, можно из какой-нибудь, Из я не дуба. знаю, да. Ну, у вас? Но самое главное, Бамбук? я не знаю, откуда же я знаю, самое главное. А сколько у вас там палочек вообще дома? много, дирижерских? много. Много? Вот есть палочки, такая маленькая ручечка, да, из пробки, как правило, сделана, или из дерева. И длинная палочка. И вот когда вот так делаешь, почему-то балансирует. Вот как это делают там те, кто изготавливает, вот это удивительно. А что касается, вот вы показываете, например, Гергиев дирижировал часто зубочисткой. Да, говорят, очень маленький. Да, ну ему вот главное, чтобы пальчики вместе сделать и дирижировать. Итак, Но нет, можно, я можно предлагаю, да. руками. Нет, ну вы знаете, я думаю, что Лидия у нас такой профессионал, которому не нужно дирижировать. Ну вы просто Она прекрасно всё- за такт, там, ауф так покажете или... Ну, я самую знаменитую песню спою, это мы вместе можем исполнить. Это «Саңлама келинді». Но, конечно же, я люблю петь на всех языках, но особенно на татарском. С особым трепетом. Да. Итак, маэстро. Да, ну хорошо. Начало. Начало только, да. Ол шешек отқаш балам, гүлге күмілге шолон. Ол шешек отқаш балам, гүлге күмілге шолон. Яширек яштыбе искен жилер миңа сүйгенің келе десей. Кил, 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 килер кем килинді. Кил, кил, kil, kilirkem kilindi, kilirkem kilindi, yılmayıp gelindi, sağandım begrim seni. Kilirkem kilindi, yılmayıp gelindi, sağandım begrim seni. Аплодисменты. Браво! Придется взять вас вторым дирижером. Легко пойдет. Когда у нас следующая репетиция? Я уже готов. И главное, чтобы дирижерскую палочку не забыть, да? Хотел спросить у вас дома после гостей, когда там, например, праздник или вообще, кто посуду моет? Посудомоечная машина. Замечательно, да? Просто для чего спрашиваю, обычно, ну, мужья же моют, да? Особенно сковородка. Это сковородка нашего спонсора вообще не пригорает, не прилипает ничего. Мыть очень удобно. Не нужно. Да, почти мыть даже не надо. Знаю, Знаете, да, посуду, вот, прекрасная посуда, знаете, она не пригорает, замечательно готовит. Прекрасная посуда я даже подарила своему сыну. Вот он, Сыну? Сыну, дочери. Мужу подарите или мужа встречаете Ну, этой знаете, сковородкой? с удовольствием готовим. Если я Мы познал. с удовольствием готовим всей семьей. Мы до такой степени довольны. Спасибо Итак, огромное Нашему спонсору, да? тем, да, который да, вот это именно Но выпускает. близок уже Производителям тот спасибо. момент, Да. вдруг от наших спонсоров вы еще получите эту сковородку. Да. Узнаем впереди. Еще А пока счастье. еще раз скажем про нашего любимого генерального спонсора передачи ОАО «Кукмарский завод металлопосуды». Торговая марка «Кукмара». Посуда, проверенная временем. Производится в России по немецкой технологии. Для удобства эту современную посуду можно заказать через интернет-магазин. Сразу доставят в дом, даже выходить не надо из дома. Спасибо нашему спонсору. Thank you very much. Итак, через пару секунд мы узнаем, что же там приготовилось. Мясо, конечно же, выложим здесь на всеобщий суд. И попробуем ваши салаты, ваши блюда буквально через пару минут. А пока у нас реклама. Итак, салат мы размешали, уже очень хотим пробовать, уже просто. Давайте попробуем. Просто проголодались за этот час. Я вас угощу. Итак, да, салат витаминный, Витамины. называется «Веселые нотки». Так. Ну, я так решил. Я такое дал название. Второй. Второй. Обещали это, ну, вроде мне название. Нет? Веселые Ну, нотки-то нет. Здесь вам сейчас придумаем. Нет, не надо. Сначала надо попробовать, потом придумать. Да? Это должно вдохновить, конечно. Название. Сейчас. Вот. Весенний калейдоскоп попробуем. Салат калейдоскоп на украинском. Я придержу.
И, конечно же, наша любимая курочка. Курочка. Весенний сюрприз, да? Импровизация. А, импровизация, Весенняя забываю, да. импровизация. Так. Как же там, да? Не давать джазе, ему, джазе. не давать. Импровизейшн есть, курочка одна. Пожалуйста. Кусочек. Подожди еще. Картошечка, наша Картошечка, любимая, наша любимая. кайбицкая картошка. Да, кайбицы живут очень трудолюбивые, очень Люди талантливые люди. Арсений Васильевич, я всегда Спасибо, вас просто спасибо, угощаю. да, да, да. Вот вам вилочка. Спасибо. Итак, с чего начнем, Ну, маэстро? конечно, с салата. Салата, да? Ну, давайте я вот начну с этого, с легкого салата. Нет, типа. Пойду на поводу у вас. Так как вы дирижер. И как? Очень вкусно. Замечательно. Главное, очень сытно. Я буду смотреть передачу и учиться, потому что мне же не удалось сейчас посмотреть. это дело. Ну да. Ребят, Да. Пробуем другой. пробуем нотки. Веселые. Креветки с зеленью. То, что надо. Всегда сочетается. Да. Замечательно. Там уксус даже есть, да, немного? Уксуса нету. Это, знаете, это, Это лимонный лимон. сок. Лимон. Лимонный сок. Лимон. Ну что, пробуем горячее? Ну, итак, Заправили с горячее. лимоном. Импровизацию. Придраться-то особо не к чему. Браво! Браво! Спасибо. Приятного аппетита. Замечательно. Обычно так аплодируют, да. Всё. Браво. И это еще не конец. У нас же еще остался коктейль. Попробуем? А коктейль-то кто будет? Ну, давайте все втроем, да? Давайте. Или может коктейль вообще напоследок оставить? Нет, давайте. Вот сразу же. Ага, Ой. Ну, ваше здоровье. да. Витаминный коктейль. А с лимоном надо закусывать, да? Обязательно. Весенний витаминный коктейль. Вкусно. Ой, очень вкусно. Как банан там классно. Да. Да-да-да. Особенно если вы занимаетесь спортом даже, да? После спорта или до А спорта. сверху цветочек, листья мята. Сверху листья А я мяты. даже съел этот листочек, и замечательно. Превосходно. Очень вкусно, очень витаминно. Замечательно. Я так понимаю. Мы это еще допьем. Мы это еще добьем. Вообще отлично, огромное спасибо. Ну, остальное спасибо я еще скажу потом, да, я сейчас нужно же попробовать, Конечно. продегустировать кулинарные шедевры вашего оппонента. Итак, Рустам, Но вообще я так думаю, что все-таки женщина, и особенно мусульманская женщина, не должна стремиться победить мужчину. да, точно. Да. Ну, у нас когда обычно вот бывали, да, мужчина и женщина, да, всегда побеждала женщина. Я еще сегодня посмотрю еще, Да. победит ли она. Но я, видите, заранее все подготовил. Да, почву, почву. так сказать, да. Но видите, она очень покорная, Да. татарская, Я мусульманская женщина. покорна, Она я всегда покорна. такая, и перед мужем никогда не перечит Да. мужу, да? Никогда. Ну что, давайте. Никогда. Значит, открываем У меня глава горячее. семьи муж. Да. Рустем Шея она. Ахметов. Всё равно Рустем подойдет. Ринатович Ахметов. Самый главный в семье. Открываем горячее. Та-дам! Или тоже играть. Это выглядит, ну, Да, но если это еще так интересно. посыпать зеленью, Так, то будет совсем... укропчик. Укроп, Петрушка. петрушка, да. Чуть-чуть. Зелень. Немножко. Вот это. Не терпится только Горячий. попробовать. Так, Ну, сначала смотрите, да. у вас сегодня 3 блюда. Французский салат, который я обещал. Тарелки есть и для вас, и для нас. Хорошо. Ну, так. Этот салат, наверное, возьмем большую тарелку. Да. Салат, большая тарелка. Обязательно. Есть. Надо есть все слои вместе. Это обязательное Да. условие, да, потому тогда именно тогда все вкусовые качества проявляются. в этом салате. Если по отдельности слои есть, это, конечно, не совсем то, что нужно. Напоминаем, там у нас лук внизу пропаренный. Ошпаренный, да, не пропаренный, а ошпаренный. Да. Есть яйца куриные тоже, да, кольцами. Да. И Апельсин есть, сладкий. апельсин сладкий. Сладкий. Ну, И каждый все это слой промазано, промазано. слои. Да. майонезом. Да. И, конечно, сверху Да. уже сыр. Сразу класть или сначала попробуем? Сразу, Как? сразу. Давайте сразу. Давайте сделаем. попробуем. Давайте сразу. Всё. Я думал, здесь сюда у нас будет второе или нет? Чуть-чуть А, ну только, давайте чуть-чуть. второй. Давайте для этих салатов маленькие тарелочки. Хорошо. Да.
Отдельно, чтобы отдельно. И тем более для этого салата мы еще название не придумали. Да. Как попробуем, сразу же название придумаем? Конечно. Может, что-нибудь так нас осенит. Спасибо. Что-нибудь такое. Нет, своей вилочкой. Досталось. Спасибо. Можно я ведь тоже такой никогда не пробовал. Я его нет, первый раз в жизни серьезно? делаю. Маэстро, Первый раз в жизни, конечно. да. Можно я тоже попробую? Легко. Ну и разрешим, наверное, если мы тоже Конечно. попробуем. Почему же нет? Или сначала ему, как обычно, да, когда приносят. Ну и горячий, да, сюда Горячий. раскладываю. Так. Идет. Так. Курица по-обязски. Давайте я положу один кусок, да, и мы Да, его брат. порежем. Давайте порежем вот так, вот на вашей тарелочке. Да, вот сейчас мы вот так положим, порежем и сразу вот эту гарнир практически. И будем раскладывать. Итак, Лидия Ханум, Спасибо. ваша тарелка. Уже не терпится, но я начну с маленькой. Да, Давайте мы с маленькой начнем, начнем. да, вот снова. С маленькой, да, потому что этот салат еще пока без названия. Давай назовем музыкальные. Вот здесь есть креветки, которые похожи на скрипичный ключ. Да? Да. Как вкусно. Ну раз все у нас с музыкой сегодня связано, весенняя сюита можно, да, можно назвать как бы просто весенняя музыка. Что вам нравится больше? У нас все Выбирайте. музыкальное, все весеннее. Да, у нас все будет весеннее. Давайте пусть сначала, как говорят, сначала нужно позаниматься, потом это должно отложиться, а потом вернуться. Когда-нибудь будет название достойное Да. этого салата. Пока назовем весенняя сюита. Рабочее название салата – весенний свит. Да-да. А когда уже? Не могу остановиться. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот еще тут есть. Но у нас еще есть еще один салат и горячее. Вот салат. Это салат, да. который я в жизни не пробовал. Вот что-то, может, я когда-то вот такое наподобие, может быть, наподобие. Я не говорю, что это салат пробовал. Вот этот я точно такой не пробовал. Очень напоминает, Вы знаете, да, слоями. Очень вкусно. Оказывается, Рустам Юнусович не только талантливый музыкант, и талантливый, оказывается, готовит на Я кухне. просто удивился. А вот Просто ссылку на вот чудо. сразу. Очень вкусно. Все вместе. Тебе хочется-то. Апельсины с яйцами. И с сыром. И лук захватить хочу. Все вместе вот Все так. правильно, так и надо. Необыкновенный вкус. Такой специфический. Мгм. Очень вкусно. Французский вкус. Мерси. Мерси, маэстро, Боку. мерси. И уже, конечно же, горячее. Маэстро, мы это, конечно, все еще допробуем. Курица по-обязски. Слов нет. Нет слов, одни эмоции. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну, перчик только можно было чуть-чуть немного подержать. Ну, вы же торопите. Дома время. бы я подержал. Конечно, конечно. Можно было где-то, минут Но самое 15, главное, наверное. курица-то приготовилась. Курица все. Здесь не виноват Рустам Юнусович, надо чуть-чуть побольше Виновато надо держать. время. Итак, суровый вердикт жюри. То есть, мой вердикт таков. Я сначала должен, наверное, сказать, да, что провело, что получилось, что не получилось, но получилось абсолютно все. Ну, за исключением... Дружба каких-то, победила, да, музыка победила. Музыка побеждает всегда и везде, это вообще бесспорно. Ничья. Так, но, так как он уже сказал сразу, да, уже подготовил почву, и сами нас, тем более вот, для мужчины, вот у нас на передаче еще первый раз мужчина вот так, как я не знаю, шикарно готовит, все так преподнесли, вот скажем, эти ингредиенты, эти все продукты, вот так, что все, что было так необычно, вот за эту необычность и за то, что так все прекрасно, превосходно приготовили, огромное спасибо. Скажем, небольшой перевес был бы в вашу пользу, если бы не коктейль. Вот Да, с коктейлем согласен, всё. Купили. Лидия Купили. Алексеевна, да, она нас купила сразу. Конечно, эти салаты все сытно, все приготовилось, все Нет, ну и отлично, вкусно, все вкусно. вкусно. И коктейль, это была ваша фишка. Давайте За это огромное ничья. спасибо. Давайте я тоже. Конечно, ничья. Я согласен на ничью. Не то, Да. чтобы ничья. Победила у нас и дружба, и, конечно, победила музыка, которая объединяет, которая согревает наши сердца и которая радует наш музыкальный слух. Итак, конечно же, от нашего генерального спонсора есть призы для вас. Наши подарки. Вот эти сковородки, литые, толстостенные, с ручкой. Они, конечно, для вас.
чтобы вы и дома радовали своих близких, Спасибо. радовали себя. Спасибо. Можете позвать нас в гости и радовали нас. С удовольствием. Кулинарными изысками. Нет, ты просто Конечно когда в же. следующий раз пригласите, я со своей сковородкой приду. Да, даже так. Но мы еще подумаем, обязательно позовем. Ну и в оппоненты, конечно, позовем Лидию Алексеевну. Конечно. Ей сегодня Причем прочтем. было две сковородки. Кастрюли жаровни. Знаете, эта программа, Это для прекрасная вас. программа. Огромное спасибо Тамле Крэш. Крэш. Знаете, очень хорошая программа, придуманная. И здесь можно общаться с нашими коллегами, с вами и с нашими зрителями в дальнейшем. И, конечно, в какой-то степени, кто не умеет готовить, могут спокойно готовить на этой прекрасной сковороде. От нашего генерального спонсора. Да, нашего генерального спонсора и вкусную пищу. Еще раз огромное вам спасибо, Спасибо. за то, что пришли, за то, что нашли в вашем графике время для нас. Желаем, чтобы и дальше вы радовали народ нашей республики, нашей федерации, нашего мира своими музыкальными талантами. Огромное спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всем огромное спасибо за внимание. Смотрите Тамле Крэш на телеканале ТМТV.